Пожалуйста. Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите предоставить доклад на тему безгазовой интубации слепой кишки стандартного колоноскопа. Доклад подготовил Институт проктологии Москва. В настоящее время общеизвестно, что колоноскопия стала золотым стандартом обследования толстой кишки. И все это привело к широкому распространению метода и все возрастающему количеству исследований. Доля лиц, принявших колоноскопию в США за последние 10 лет неуклонно растет и составляет до 62%. Однако до 20% принявших колоноскопию без седации отметили, что это исследование было болезненно, а 14% что крайне болезненно. В Институте проктологии за последний год удалось выявить исследование у 2% пациентов из-за выраженной болезненности. Таким образом, несмотря на постоянное техническое совершенствование колоноскопа и методики выполнения исследований, оно до сих пор остается дискомфортным, в ряде случаев невыполнимым из-за выраженной болезненности. Для снижения болезненности можно использовать анестезиологическое пособие, однако это неизбежно ведет к дополнительным рискам, таким как аспирация, перфорация, повреждение селезенки, что составляет до 0,17%, или другие технологические решения, а именно магнитная навигация, колоноскопия эндороскопом или другие технологические решения, направленные на минимализацию рециркуляции воздуха в просвет кишки, то есть замену воздуха на СО2, воду, использование специальных колпачков или дистального баллона. Особенности выполнения колоноскопии дистального баллона состоят в том, что она выполняется без подачи газа или воды в просвет кишки. Кишка расправляется самим дистальным концом колоноскопа, советует поверх него баллона. Баллон не позволяет терять минимальный фокус на расстоянии и четкость картинки, как это обычно происходит при контакте торца аппарата со слизистой. Впервые эту методику предложил и провел исследование на пациентах Концевой Сергей Вениаминович. И в 2014 году он опубликовал первые данные по этой методике. В настоящее время при участии Концевого серийно производится и продается в США устройство для безгазовой интубации слепой кишки. Оно называется BizBalloons. Оригинальные BizBalloons нам не удалось опробовать в нашем исследовании из-за того, что невозможно официально приобрести и из-за выраженной дороговизны этого изделия. Вот почему нам пришлось изготовить свой собственный аналог. Учитывая достаточно простую конструкцию устройства, нам это удалось. Оно состоит из колпачка, дистального баллона, катетера, зажимного фиксатора, крана и шприца. Теперь более подробно о всех составных частях. Дистальный баллон предназначен для исключения боковых смещений баллона при маневрах аппарата. В нашем исследовании мы использовали колпачок для подслизистой диссекции. Однако колпачок имеет негативный момент тем, что он суживает поле зрения, тем самым снижает эффективность осмотра и повышает вероятность пропуска полипов. Дистальный баллон является сердцем устройства, представляет из себя обычный силиконовый баллон, прозрачный, объемом до 3 см. Он заполняется перед исследованием водой и втягивается в колпачок. Катетер – это обычная полимерная трубка длиной 2 метра и диаметром, позволяющим свободно перемещаться в канале аппарата. Зажим позволяет на протяжении всего исследования сохранять натяжение катетера в канале, исключая тем самым боковые смещения баллона во время маневров аппарата. В нашем исследовании мы использовали зажимник пупорина, однако он показался крайне неудобным. В будущем применение цангового зажима было более практично. Кран и шприц мы использовали рядовые краны и шприц для внутривенной инфузии. Кран не позволяет утекать жидкости из баллона и позволяет отсоединить гормонский шприц. Подготовка к исследованию занимает дополнительные 2 минуты. Она состоит в том, что необходимо полностью отключить инсуфляцию СО2 или воздуха, одеть дистальный колпачок на баллон, чтобы он не выступал более чем на 2 мм за торец аппарата, смочить биопсийный канал эндоскопа водой и провести через него дистальный баллон, заполнить дистальный баллон водой и удалить из него пузырьки воздуха, перекрыть кран и отсоединить шприц. Далее протянуть баллон и внутрь колпачка и зафиксировать его в этом положении зажима. Смазать дистальный баллон гелем. При достижении слепой кишки полностью сдувается дистальный баллон и извлекается из биопсийного канала. Включается инсуфляция СО2 и дальше исследование выполняется в обычной манере.
Для оценки эффективности исследования мы выполнили клиническое исследование с дизайном, аналогичным исследованию Коцелова. В исследование были включены рядовые пациенты, направленные в наше отделение на колоноскопию, за исключением пациентов с редуцированной толстой кишкой. Критерием исключения являлась плохая подготовка, а также невозможность выполнить исследование из-за непроходимого для аппарата стеноза. Для рандомизации перед исследованием ассистент в случайном порядке брал конверт, в котором был указан способ выполнения исследования – с баллоном или без. Исследование было одобрено этическим комитетом нашей больницы. Для оценки эффективности мы учитывали время, затраченное на проведение аппарата глубокой слепой кишки, а также степень болезненности исследования пациента, так как моментальная болезненность, то есть сразу после преодоления трудного участка кишки, пациент опрашивался на степень болезненности, и суммарная болезненность, которую пациент указывал в анкете после окончания исследования. Пациент оценил болезненность по 10-бальной визуальной аналоговой шкале, где 0 – это нет боли совсем, 10 – непереносимая боль, 1 – 2 – это дискомфорт. Если во время интубации слепой кишки время превышало 15 минут, или если исследование становилось слишком дискомфортным, болезненным для пациента, то дистальный баллон сдувался, а дальнейшее исследование выполнялось в обычной манере, а методу исследования засчитывалась неудача. Предполагаемым преимуществом этого метода является снижение болезненности исследования и сокращение времени на интубацию слепой кишки. Эндоскопическая картина при осмотре через баллон очень напоминает картинку видеокапсульной колоноскопии. Вообще при осмотре через баллон преимуществ в качестве картинки нет, есть недостатки. Эндоскопическое видео будет предоставлено в конце доклада. Недостатком метода относится то, что не видно анатомических ориентиров, затруднен момент выбора для очередного присваивания кишки, существенно возрастает чувствительность исследования качества подготовки. Баллон несколько снижает четкость изображения, вносит дополнительные геометрические искажения. Также нельзя удалить содержимое с поверхности баллона, если она фиксировалась на нем. Колпачок суживает поле зрения, нельзя удалить содержимое с него. Также требуется дополнительное время на подготовку к исследованию. Особенности выполнения исследования связаны в основном с потерей анатомических ориентиров. Так, в половине удачных случаев значительное время было потрачено непосредственно в самом конце исследования на выявление вертикального клапана или слепой кишки, а в четверти успешных случаев удавалось мгновенно интубировать подложную кишку, вообще не визуализировать вертикальный клапан. Причиной всех неудач явилась невозможность адекватно выбрать момент приземливания, изгиб кишки, за который возможно зацепиться. Также, еще раз отмечаю, что исследование стало значительно более требовательным в качестве подготовки. Небольшое даже количество остаточного кишечного содержимого становилось существенной помехой. Из-за недостатков конструкции содержимое затекает под колпачок, что значительно снижает качество визуализации. Здесь на этом слайде предоставлено сравнение результатов исследований Коцелова и нас. Коцелов отметил, что время на интубацию слепой кишки меньше, значительно уменьшается болезненность и 100% вероятность интубации слепой кишки. Мы отметили сопоставимое время на интубацию слепой кишки, сопоставимое или несколько больше болезненность и 50% вероятность успешной интубации. И почему же такая большая разница в результатах исследований? По нашему мнению, это связано с двумя факторами. Первое – это тем, что имеются еще до сих пор конструктивные недостатки в изделии. И второе, тем, что метод очень оператор-зависимый. Фактически пришлось переучиваться. Манеры выполнения исследований, ощущения были другие, что вкупе с малым количеством исследований привело также к отрицательным результатам. Несмотря на негативные результаты исследований, мы считаем, что технология имеет большой потенциал, что метод и идея, заложенная в него, является правильной. Кроме того, окончательная цена изделия предполагается будет незначительной, что будет способствовать широкому распространению метода. Что касается технического совершенствования, то изменение формы баллона на сферическое, на эллипсоидное или D-образное, а также использовать ангеловый зажим в будущем позволит исключить протекание содержимого под баллон и за счет этого повысить эффективность визуализации. Кроме того, дополнительные возможности может ввести колпачок. В будущем его лепестки помогут интегральному продвижению баллона, аппарата, и также будут расправлять сладкие кишки, способствуя визуализации мелких образований при изучении аппарата. Хочется выразить благодарность за помощь в создании прототипа Сорокину Дмитрию Анатольевичу и компании «Зал Медсил».
Также большая благодарность администрации Института проктологии за помощь в исследовании. Спасибо за внимание. И последним кадром здесь представлено эндоскопическое видео. Если есть какие-то вопросы, давайте. Спасибо, Егор Сергеевич. Пожалуйста, уважаемые коллеги, не так часто наши доктора предлагают что-то новое. К сожалению, мы чаще всего идем в арьегарде нашей науки. Тем не менее, вызывает уважение вот такое стремление помочь нам всем. Я хотел бы напомнить, что доктор из клиники, который в свое время организовал, далее возглавлял доктор Стреколовский, поэтому не поэтому, а он, собственно говоря, он является одним из авторов методики выполнения колоноскопии. И я вот один из тех, кто посчастливилось понять эту методику. И спустя много лет после того, как я начал работать, и, конечно, интубация слепой кишки, и самое главное, дистального отдела тонкой кишки, вот, эта методика была значительно чаще. Спасибо. Если вопросов нет, спасибо за Спасибо большое. Спасибо.